Имран, тут ошибка какая-то на компе вышла, не знаешь, что? Секунду, сейчас. Это пока повиси. Сейчас, я не тебе. Чего? Ерфатханс. Человек, который, кажется, живет на скорости 24 кадра в секунду. Режиссер, ведущий, клипмейкер и неиссякаемый источник творческой энергии Имран Даурбеков. Его путь в индустрии начался с ярких шоу и сотен клипов для первых звезд ингушской эстрады. Но сегодня его имя гремит в связи с большим кино. Его новая работа, художественный фильм «Вендетта», сейчас триумфом идет в кинотеатрах, поднимая одну из самых сложных и болезненных тем нашего общества – кровную месть. Эта лента, основанная на реальных событиях, заставляет зрителя не просто смотреть, а сопереживать и задумываться. Когда он решил взять на себя ответственность и заговорить на такую острую тему? Какая самая нелепая и странная вещь происходила с ним на съемочной площадке, когда все шло не по плану? И в конце концов, нравится ли он сам себе? Об этом и не только мы узнаем в новом выпуске. С нами Имран Даурбеков. Потолкуем? Ассаламу алейкум ассане. Меня зовут Имран Даурбеков, и сегодня я постараюсь ответить на все вопросы. Так, и первый вопрос. Ты сегодня улыбался без причины? Я думаю, на ближайший месяц у моей улыбки есть причина, потому что у меня завершился монтаж фильма, над которым я работал 5 месяцев, поэтому я сегодня и последующий месяц буду просто счастлив. Да, кечли хойхун. Сука, это читаться хоуш хамди, даться я дикаде. Из да, кечли хор цахара. Цахач дикаде, цахач ханахетсун. Третий вопрос. Ты снял огромное количество клипов для наших артистов. Кто из ингушских звезд оказался самым капризным актером на съемочной площадке, а кто прирожденным талантом? Безусловно, все они были очень талантливые. Капризной, наверное, была Алина Мусиева, но в то же время и самый безбашенный, готова была сделать любую задачу, но не без капризов. От музыкальных клипов к полному метру. Какой главный урок ты извлек во время съемок «Вендетты»? Что было сложным технически? Технически было сложно снимать без соответствующей техники. В клипе, благо, не требовалось такого большого количества оборудования, когда, как, к примеру, когда ты делаешь кино. Наверное, вот такой урок я для себя извлек, что если я когда-либо еще буду снимать фильм, то надеюсь, что к следующим съемкам я запасусь всем необходимым оборудованием. Без этого, поверьте, очень тяжело. Ты сам был ведущим шоу, стоял перед камерой. Это помогает тебе сейчас рулить актерами? Ты лучше чувствуешь их состояние? Это, скорее всего, правда. Действительно, тебе намного проще, когда ты уже работал перед камерой и за камерой. И ты всегда можешь подбодрить актеров, которые дебютанты, что не переживайте, этот материал будет у меня, я в любое время смогу его удалить. Эгер, чё, сэккуц ичдох, омал, малае. Сукатыч, опуш буцери, щендешен даву ацишхалари. Представь, что тебе выделили бюджет $100 миллионов, но с одним условием. В твоем фильме могут сниматься только коты. О чем бы было это кино? Во-первых, интересно, кто эти вопросы пишет. Ну, вот, допустим, в 91 году сняли «Молчание ягнят», да, то, по-моему, бюджет был там около $20 миллионов, но за 100 миллионов мурчания котят, наверное, как еще по-другому. Если бы бабушки решили снять свой хоррор, как бы он назывался и что бы там было самым страшным? Так, самым страшным, наверное, это были бы очереди из одних бабушек повсюду, и главному герою надо пройти, везде успеть. И назывался бы он, наверное, «Челюсти», ну, «Вставные челюсти», наверное, как-то так. Страшный фильм. Так, какая самая нелепая и странная вещь когда-либо происходила с тобой на съемках из-за того, что кто-то что-то перепутал? Так. Ну, наверное, такая забавная ситуация вспоминается на съемках клипа Алины Мусиевой, когда мы снимали в сельской местности, и мне понадобилась лопата, я человека спрашиваю, «Беля, чаги?» И все начали смеяться, а я не знал, что это тогда был такой тренд, смешное видео, и как так совпало, в общем. Алисан Костоев или Киану Ривз? Ну, конечно же, Алисан Костоев. Лучшего Нео я точно не знаю.
И если бы тебе пришлось до конца жизни есть только одно блюдо, но оно должно начинаться на букву твоего имени «И», что бы это было? Так, во-первых, надо вспомнить хоть одно блюдо на «И». Но если бы мне пришлось бы есть до конца жизни и пельмени, я бы был бы не против. Потому что ничего другого я не могу вспомнить. Мецволч, вухиха. Болгбичан, вообще мецвол, юцлусун, сун актер, что цаза цан зиам ези, ци ези, хейдизи, даже хеттецаз благодаряч. Что маркас кино дохкулуц. Тема твоего фильма «Кровная месть». А в реальной жизни ты сторонник того, чтобы прощать обиды, или считаешь, что справедливость должна быть восстановлена любой ценой? Но вообще я думаю, что, как и основной посыл этого фильма, что нужно стараться прощать. Если мы ждем прощения наших плохих поступков и грехов от Всевышнего, то мы должны ровно так же быть способными к прощению. Кто твой самый главный критик? Чье мнение может заставить тебя пересмотреть уже готовую сцену? Я очень часто советуюсь со своими друзьями, и, в принципе, круг общения у меня велик, и поэтому, как и в случае с моим фильмом, я прислушивался практически к каждому. Естественно, за исключением тех случаев, когда мнение было спорным, я уже оставлял решение за собой. Но это дает свои плоды. В итоге в 90% случаев это помогает принять правильное решение. Есть ли у тебя какая-то черта характера, которую ты бы хотел вырезать при монтаже из своей жизни? Да, есть. И последние 2 года она причиняла мне огромные проблемы. Это доверчивость. Поэтому всем зрителям советую ни в коем случае не быть доверчивыми. Составляйте договора, контракты. Если вы делаете что-то большое, масштабное, единственное, чем вы сможете напомнить или доказать свои слова, это письменно подтвержденная бумага, документ, договор. Неважно, главное, чтобы у вас было какое-то подтверждение. О наболевшем, так сказать, ответил. Что для тебя идеальный отдых? Где то место, где Имран Даурбеков может просто выключить телефон и исчезнуть? Для меня, наверное, идеальный отдых – это просто осознание в голове, что все монтажи закончены, все идеи реализованы, все проекты отсняты и сданы. Пока они висят, пока у меня тонны терабайт материала лежат на жестких дисках, я себе покой найти не смогу. Это был предпоследний вопрос, и перед тем, как завершить, я хотел бы сказать, говорят, слушай, что Хаджара, все идите, смотрите «Вендетта», он еще во всех кинотеатрах республики, и, пользуясь моментом, хочу поблагодарить каждого зрителя и все наши кинотеатры, которые так тепло приняли эту картину у себя в своих залах. Адикол.